Памяць, нацыя, дзяржаўнасць. Менавіта гэтыя важкія паняцці ўвайшлі ў аснову новага свята Дня народнага адзінства. Указ аб яго заснаванні падпісаны прэзідэнтам 7 чэрвеня. Свае інтэрактыўныя пляцоўкі прадставілі піянерская арганізацыя Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, прафсаюзы, цэнтральная раённая бібліятэка. А тэлеканалам КТБ працавала дыялогавая пляцоўка. Она дата это запоминающаяся. И народ объединился, сплотился. Поэтому мы должны помнить эту историю и вот этот временной исторический отрезок, который был тогда и который вот уже почти 90 лет, да, чуть больше даже, наверное. Вот мы живем вместе в одной стране. Все-таки он говорит о том, что мы на правильном пути и мы должны быть целостной страной, единой страной. И вот этот праздник, конечно, он должен сегодня быть в сердцах каждого белоруса. Начиная от самого маленького гражданина нашей страны, заканчивая, конечно же, теми людьми, которые вложили уже, как говорится, свой опыт, свой труд, свою душу в развитие своей страны, своей родины. Мы мирная страна, мы это должны понимать, и мы и в нашем районе должны вот до создания каждого человека дойти, и чтобы каждый человек понял, что действительно лучше его родины, лучше его страны ничего абсолютно нет. И каждый должен задать себе вопрос, прежде чем задавать вопрос кому-либо, что сделал ты для страны. Урачыстая частка свята народнага адзінства прайшла ў вялікім зале палаца. Як падарунак, канцэрт сімфанічнага аркестра музыкальнага каледжа імя Агінскага пад кіраўніцтвам заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь Рыгора Сарокі. Кожны чалавек павінен ведаць сваю радзіму, яе гісторыю, паважаць людзей, што здзейснілі гераічныя подзвігі і разам стваралі падзеі роднай старонкі. У мерапрыемствах да Дня адзінства прынялі ўдзел жыхары раёна, дэпутаты, моладзь і ветэраны. Бо пераемнасць пакаленняў – адзін з галоўных прыярытэтаў дзяржаўнасці. Я могу просто привести сравнение, вот как строится дом, кирпичики – это наши программы, это наше направление деятельности любого государства. А вот цементирующий раствор – это люди. Это люди разных поколений, которые должны иметь одну цель. Мне посчастливилось знать очень много людей, которые вот сражались за независимость нашей страны в те годы, после 21 года до 39-го. Которые активно участвовали в подполье. К сожалению, они все ушли. Мои родители жили на этой территории, бабушки, дедушки, поэтому я не понаслышке знаю. Единство народа – это единство поколений. Хотя и мы разные поколения, у нас разные взгляды, может быть, на жизнь, но мы должны объединяться общими делами, общей целью. И тогда страна, наше государство будет тем, которым мы хотим его построить. А мы хотим его построить и видеть процветающим, красивым, экономически сильным. Главное, чтобы с самого детства, да, родители показывали любовь к родине, водили по тем же самым историческим местам, да, рассказывали истории, посвящали своих детей именно о том, как вообще жили наши предки, да, с какими сложностями они сталкивались. Конечно же, Союз молодежи прикладывает усилия в именно патриотическом воспитании нашего молодого поколения, да, и даже вот сегодня, в День народного единства, мы подготовили много проектов, акций, которые воплощаем. Гэты дзень стаў актам гістарычнай справядлівасці ў дачыненні да беларускага народа, падзеленага супраць яго волі ў 1921 годзе па ўмовах Рыжскага мірнага дагавора і назаўсёды замацаваўся ў нацыянальнай гістарычнай традыцыі. Адноўленае ў 1939 годзе адзінства дазволіла Беларусі выстаяць у гады Вялікай Айчыннай вайны, стаць сузаснавальнікам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Все те изменения, которые сегодня предполагаются в законодательстве, и которые уже произошли, они направлены на то, чтобы наше общество не раскалывалось, а вот двигалось в одном направлении и развивалось именно на благо вот каждого человека. И вот все законы ориентированы у нас на человека и на его благополучие в нашей стране. У нашай краіне на працягу стагоддзяў побач жывуць прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў, рэлігій і культур. І гэта візітная картка Беларусі, яе унікальная спадчына і бясцэнны дар продкаў. 17 верасня стане своеасаблівай кропкай адліку добрых спраў, што дапамогуць па-сапраўднаму аб'яднацца, выказалі упэўненасць прысутныя. Наперадзе новыя праекты, вяршыні і дасягненні. Алеся Ушакова, Александр Яўскі, МКТБ.